Так, добрый день, уважаемые участники нашего прямого эфира. Вот мы много раз выходим, стараемся осветить наши итоги работы, в целом ход работы строительной отрасли. Сейчас мы, ну, по крайней мере, я буду рассказывать. Я скажу, что Романов Виктор Дмитриевич, да, для тех, кто не в курсе, министр строительства республики. Сегодня тему, которую буду я освещать, я буду рассказывать об итогах нашей работы за 2024 год, все-таки начало года, и об этом я считаю, что необходимо осветить, какие у нас результаты за прошлый год есть. В целом у нас строительная отрасль проработала в темпах, да, если мы смотрим общий объем выполненных работ, вы можете, вот, как вы знаете, вопросы задавать в социальных сетях, наших ресурсах. Финансирование в целом нашей отрасли достаточно большое. На уровне 2023 года вышли по объему выполненных работ по строительной отрасли более 300 миллиардов. У нас в 2023 году 330 было. Мы за 2024 год вышли тоже на такую сумму. Отмечу, что данная сумма – это все объемы выполненных работ за прошлый год, считая и строительство в промышленном направлении, да, и вот по виду экономической деятельности строительства. И вот этот весь объем, он дает, как сказать, возможность создания и реализации разных больших проектов. Мы в том числе за счет бюджетного финансирования достаточно большой объем профинансировали, чуть меньше 2023 года. Если мы говорим про 2023 год, то 62 миллиарда было выделено, направлено именно бюджетных денег через наше министерство, то в прошлом году у нас лимит финансирования был порядка 40 миллиардов, но с учетом оптимизации, перераспределения у нас эта сумма вышла на 37 миллиардов рублей. И это достаточно большой объем, если сравнивать 5 лет назад или даже 10 лет назад, это беспрецедентные цифры. Что вот в рамках этого финансирования сделано? Да, вот как раз начинают поступать вопросы. По переселению. Вот самый важный пласт за последние 5 лет – это вот большая программа, так называемый большой этап программы с 2019 года у нас практически идет на завершение, завершается в текущем году, в концу 2025 года. Мы по итогам прошлого года расселили накопительным итогом порядка 46 тысяч граждан нашей республики, расселили 889 тысяч квадратных метров аварийного жилья. И это самая масштабная программа на территории России. И здесь вот все видят и в районах, и даже в малых населенных пунктах, как меняется строительство жилья. И многие районные центры, они очень сильно преобразовались. Квартальная застройка многоквартирная, это все благодаря вот программе переселения. Если сказать, что как будет дальше, в этом году мы за счет небольших остатков денег, которые есть и уже законтрактованных объемов финансирования, будем дозавершать в этом году, и порядка еще 11-20 тысяч квадратных метров мы добавим к этой цифре ликвидированного жилья. Будет построено тоже достаточно много многоквартирных домов до конца года, охватывает достаточно много наших муниципальных районов, и программа продолжается, и будет запуск новой программы переселения, она в составе нового национального проекта инфраструктуры для жизни, программа жилье, ликвидация аварийного жилищного фонда, она будет работать до 30 года. Объемы финансирования определены, но они не в таких больших объемах, как второй этап.
Там изменены условия софинансирования. Теперь республика будет выделять достаточно большую долю софинансирования. Это 37,6%. Это вот если фондовские деньги, фонд развития территорий выделит до 30 года 30 миллиардов рублей, мы к нему уже должны будем добавить 20 миллиардов софинансирования. Приоритет будет дан КРТ, комплексное развитие территории. Мы об этом тоже много рассказываем. Кто не в курсе, тоже вот, много освещаем. Вот в городе Якутске, в частности, да, у нас вот, соглашение КРТ заключается, принимаются решения, и комплексное развитие территории, вот квартальной застройки, оно начинает реализовываться. По поводу жилья, да, вот если вопрос есть у нас, и скажу, что уже вот глава и в правительстве, и мы даже вот, на всех площадках озвучивали, что у нас исполнение планов, они рекордные. За прошлый год у нас мы вот подбили цифры немножко, да, и вот стат отчетность получили, и вот более 752 тысяч квадратных метров жилья ввели. Это рекордные цифры, потому что до этого у нас 705 тысяч было, это тоже как бы достаточно большой объем был. И последняя цифра за прошлый год, более 750 тысяч, это рекорд за всю историю нашей республики. То есть мы ведем статистику с 1918 года, есть данные, да, официальные стат отчетности по вводу жилья. И получается близкая к цифре, вот рекордной цифре была цифра 744. Она была в 1990 году. Когда вот пик индустриального домостроения у нас был, да, вот домостроительный комбинат много строил. Вот эти цифры мы побили, хочу сказать. Следующий вопрос у нас. Какие ключевые проекты, да, и что входит в наш проект? У нас проекты достаточно хорошо реализуются, да, и вот, как я отметил, с 2019 года было начало реализации нас проектов, и 2024 годом многие нас проекты, они завершены, и ввели много социальных объектов. Если я посмотрю вот на свои справочные материалы, то в прошлом году ввели 61 социальный объект. Это включает в себя 15 объектов образования, 4 объекта дошкольного образования, 3 иные объекты, это образование, физкультура, спорт, это 6 объектов, 18 объектов здравоохранения, 15 объектов культуры. В целом, по национальным проектам, если отметить, с 2019 года введено более 100 социальных объектов. Это только по национальным проектам здравоохранения, культура, образование, демография, то есть вот с учетом софинансирования из федерального бюджета. Так, еще у нас вопросы. В каких новых национальных проектах по строительной сфере участвует республика? Задача поставлена по отраслевым министерствам по линии образования, здравоохранения, культуры, спорта. Много новых у нас проектов запускается. По нему мы также участвуем, и, как сказать, коллеги защищают свои заявки и до 30 года определились с объектами. Много объектов здравоохранения, много объектов образования, культура. Вот, в социальной сфере также есть объекты Министерства труда. По ним на сегодня мы выходим по планам 2025 года на контракты. Есть много переходящих объектов, которые мы начнем в этом году. Потом будем завершать там часть в 2026 году, часть в 2027 году, в зависимости от утвержденных паспортов национальных проектов. Так, по отдельным категориям граждан. Да? По отдельным категориям граждан у нас это постоянно действующая работа. Мы, как министерство наше в свое время начало заниматься обеспечением жильем. Мы этим направлением занимаемся.
нововведений, что можно сказать, да, из нововведений это в прошлом году большая работа проведена в рамках обеспечения жильем и выплатами пострадавшим от паводка гражданам. В декабре мы получили федеральное финансирование в связи с утратой и капитальным ремонтом и успели, так сказать, освоить эти все денежные средства, это порядка миллиарда, если укрупнить федеральных денег, и это позволило порядка 700 гражданам получить выплаты. Тех, кто пострадали, получили на капремонт, те, кто утратили, а это полная утрата, да, то есть была потеря жилья, мы по ним дали выплаты на приобретение жилья. Это квартиры в разных населенных пунктах и новые дома частного сектора в районах. Большой объем был в Намсах. Продолжаем обращать внимание на семьи с детьми. Это молодые семьи, многодетные семьи, имеющих 5 и более детей, семьи, имеющие детей-инвалидов, да, то есть как бы инвалиды. Есть у нас категории от 5 и более. И если вот остановиться на цифрах, по отдельным категориям в прошлом году у нас обеспечено в целом порядка 1500 человек, 1484. И из них инвалиды и семьи имеющих детей, это вот 22 семьи получили, ветераны боевых действий 4, многодетные семьи имеющих 5 и более 118. Тоже как бы большая эта цифра. Также у нас есть мероприятия по обеспечению жильем детей, семей, имеющих 10 и более детей. Это вот, как сказать, геройство, можно сказать. Таких семей у нас в прошлом году 2 семьи было. И этот герои труда и России у нас вот тоже обеспечивается. Это, цифра вышла у нас на 12. Большинство это участники СВО, герои, те, которых вот вы прекрасно знаете. А также есть вопросы переданных полномочий по выезжающим из районов Крайнего Севера. Эта программа действует достаточно давно, более 20 лет. И по ним тоже 56 семьям дали соответствующие сертификаты на выезд. Большой пласт вот по молодым семьям мы обеспечили 360 семей, которые смогли приобрести или построить у себя жилье. По детям-сиротам у нас получилось 139 детей-сирот. Мы ежегодно выделяем достаточно большой объем финансирования. В прошлом году было 840 миллионов рублей на эти цели предусмотрено. И есть момент еще предоставления жилья в аренду, да, то есть льготная аренда. Вот по арендному жилью у нас претендует в первую очередь это новая программа, да, в прошлом году первый дом был введен, 24 квартиры. В целом у нас по арендному жилью сейчас уже строится по договорам долевого участия, мы эти все цифры подбили, 1000 квартир, да, 1000 квартир, и строятся они в городе Якутске, в Алдане, Нерингре, Мирном. Это точки роста промышленности, и город Якутск столица. Претендуют работники, которые не имеют жилья в данном населенном пункте, высококвалифицированные специалисты, прибывшие работать. Да, это не обязательно в центральной России, это может быть и из других районов, которые приехали работать и, по сути, будут заниматься развитием данного населенного пункта или отдельной отрасли. Например, мы еще определили категории, это врачи, это учителя, и дали еще, согласно порядку, возможность муниципальным образованием предложить ключевые должности. Ключевые должности это у нас каждый город, район видит по-своему. Например, город Якутск предложил включить водителей автобусов. Вот в СМИ не раз звучало о том, что по муниципальным автобусным маршрутам не хватает водителей. Приглашали водителей из других регионов, но все сложности были в целом в части отсутствия жилья. И вот эти вопросы, они решаются в рамках арендного жилья.
стоимость которой значительно меньше, чем на рынке. Там двухкомнатная квартира примерно стоит 12-14 тысяч рублей в месяц. Это очень привлекательная цена. Так, идем дальше. У нас какие меры планируются для поддержки строительства в арктических районах? Есть у нас поручение главы Арсения Сергеевича, это чтобы мы поддерживали строительство в арктических районах. У нас на сегодня разработаны мероприятия, и мы скоро примем буквально решение о поддержке строительства частного жилья. Частное жилье в виде доставки материалов, то есть через арктическую транспортно-логистическую компанию будет доставляться материалы. То есть гражданин покупает, например, в городе Якутске материалы для строительства частного дома, привозит, сдает на базу АТЛК, а АТЛК существующими механизмами логистики, автозимник, навигация доставляет до районных центров арктических районов. Это 13 районов, и человек там может забрать и дальше строится. Мы понимаем, что там для строительства одного дома там требуется порядка 2 миллионов рублей, это если две там фуры там полуприцепа считать с доставкой материалов до арктических районов, это очень большая сумма, и это сдерживающий фактор строительства частного жилья на территории Арктики. Ну и в арктических районах во многих мы тоже строим дома по переселению, да, чтобы там сохранить и, так сказать, развивать арктические районы. Так, скажите, какие объекты социального значения будут введены в текущем году, да? Так, в текущем году у нас планируется ввести более, чтобы не ошибиться, я посмотрю справочные материалы, да, более 40 объектов. Это объекты образования, объекты здравоохранения, их достаточно много. И есть, объекты культуры, да, порядка 7 объектов, и объекты спорта вот порядка 6. Здравоохранение из крупных, это у нас большое количество, 8 объектов первичное звено. Это больницы, врачебные амбулатории, они строятся в таких населенных пунктах, как Вилюйск, Нюрба, Мегано-Кангаласский район, Хабяйский район, и Амгинский район, и Намтов тоже больничный комплекс, да, и соответственно до конца текущего года мы должны ввести в работу эти большие объекты первичного звена здравоохранения. Также через Министерство здравоохранения продолжается работа по строительству фельдшерских, акушерских пунктов, да, так модульные вот небольшие объекты. В этом году планируется 12 таких объектов, которые тоже будут функционировать. Также есть объекты концессионных соглашений. Якутская филармония, вот все видите, да, большой объект достаточно, он уже перешел на стадию отделочных работ, строится в рамках концессионных соглашений. И достаточно большое количество объектов образования. Так, дальше у нас что? Какие задачи стоят, да? Ну, по задачам это, естественно, основной первый вопрос — это продолжить обеспечение жильем граждан. Туда входят вопросы, связанные с вводом жилья. Мы в текущем году по ипотечному кредитованию в целом по первичному рынку видим небольшую стагнацию, но тем не менее у нас запасы, которые вот до этого были сформированы, они достаточно хорошие, и мы планируем в текущем году выйти на 690 тысяч квадратных метров, это пока наш прогноз. Оно меньше, чем в 2024 году, но по понятным причинам, да, небольшое снижение будет, но тем не менее это достаточно большая цифра, если смотреть предыдущие годы. Продолжаем обеспечение жильем отдельных категорий. В текущем году порядка 900 отдельных категорий граждан мы тоже будем обеспечивать жильем. Есть там на введение в строительстве ИЖС, это вот мы должны внедрить безболезненно реализацию мероприятий по переходу на эскроу счета по ИЖС.
по строительству частных домов. Мы с прошлого года вот достаточно много работы тоже провели, разъяснительную работу, и в текущем году с 1 марта это начинает функционировать, если человек собирается строить частный дом. Продолжаем мониторинг координации строительства в целом, да, то есть по поручению главы мы занимаемся координацией строительства не только тех объектов, которые мы напрямую финансируем, да, но и вот тех объектов, которые в рамках концессионных соглашений строятся. И вот один из таких крупных объектов в рамках концессии является адаптивный центр. Он находится в городе Якутске по Сергеляскому шоссе. Огромный комплекс, порядка 17 тысяч квадратных метров. Там школа, детский сад, интернат. И будет очень хороший большой комплекс. И территория расположена, она очень удобна. И я думаю, это будет хорошим достижением для города Якутска. Продолжаем, как я сказал, программу переселения. Мы ждем изменения, которые будут действовать до 30 года в части изменения механизма. Но федеральное законодательство находится вот в стадии изменения. Законопроект на стадии согласования. Если эти изменения будут приняты, то мы до 30 года будем работать по новому механизму расселения. Там акцент делается на реализации КРТ, чтобы комплексное развитие территории максимально развивалось, использовалось. Ну и остальные мероприятия, это вот довольно невидимая работа министерства, можно сказать, да, это вот регулирование строительной отрасли, это контроль за долевым строительством, что у нас все объекты долевого строительства жилых домов сдавали своевременно. Это вот нормативы проектирования в части установления цен, мониторинг цен, прохождение госэкспертизы всех объектов, которые подлежат госэкспертизе. И вот осуществление наших подведомственных организаций, предприятий, чтобы они стабильно прошли финансовый год. Дальше у нас. Входит ли мой дом в программу? Это, наверное, про переселение идет, да, этот вопрос. Можете любым доступным образом обратиться в Минстрой, либо там дирекции жилищного строительства, там подскажут. А так есть информационный ресурс Фонда развития территории, да, где мы размещаем полную информацию по аварийным домам, которые признаны. Мы, как я сказал, должны завершить в первую очередь дома, признанные до 1 января 2017 года. У нас задача стояла в течение до 2025 года закончить, да, до конца года. Но я тоже в прошлом году на прямых эфирах таких рассказывал, что имеется дефицит финансирования. И вот с учетом этого дефицита ликвидация домов, признанных до 1 января 2017 года, будет переходить на текущий год, на 2026 год. И после этого у нас начнется этап ликвидации домов, признанных после 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. То есть, если дом признан до 1 января 2022 года, у нас задача стоит ликвидировать до 30 года. А конкретно по этим по адресам можно узнать путем обращения, да. Муниципальное образование, кстати, все эти моменты тоже знает, муниципальная власть. Одной из серьезных задач является продолжение, как я сказал, программы арендное жилье. В текущем году у нас планируется ввести порядка 350 квартир уже в эксплуатацию. Это у нас Нерюнгри, Алдан, Якутск. И у нас больше возможностей будет, потому что 24 квартиры это спрос высокий. И не тот объем, да, который бы дал большой эффект обеспечения специалистов жилыми помещениями, но 350 это уже хорошие показатели, и мы должны ввести до конца года эти квартиры в работу. Почему стоимость продолжает расти? Стоимость, она зависит от многих факторов.
Вот, во-первых, это реальная инфляция. Вот информация, которая была озвучена, инфляция за прошлый год вышла на 9,4 или 9,7%. Да, это очень высокий показатель. Но вот есть зависимость от удорожания горюче-смазочных материалов, есть зависимость от стоимости техники, да, оборудования, которое используется в производстве материалов. В целом мы мониторим это производство строительных материалов, и как фактор в строительстве он за последние 3-4 года вырос достаточно хорошо, и не то что хорошо, а достаточно высоко, да, у нас выросли цены. Это вот, во-первых, песок строительный, он достаточно, вот, почти в 2 раза вырос. Щебень, который используется в производстве бетонных изделий, у нас вырос 1,5 раза. В целом товарный бетон тоже где-то 1,5 раза вырос. И вот эти все факторы влияют на стоимость жилья на рынке. Плюс тут условия финансирования влияют. Это как бы сложный механизм, но я простыми словами попытаюсь объяснить, что вот деньги граждан, которые вот направляются на приобретенные квартиры, кредиты, да, ипотечные, например, они все аккумулируются на закрытых эскроу-счетах. Эскроу-счет застройщик не может использовать, пока он не застроил дом. Но там есть определенные условия, там достижение 50%, 70%, где часть раскрывается, но в целом это сделано для того, чтобы сохранить денежные средства граждан, чтобы не появились обманутые дольщики, да, и для того, чтобы строить объект, компания привлекает проектное финансирование от банка, и это проектное финансирование, оно предоставляется на определенных условиях. Есть много комиссий, штрафов, если там какие-то показатели не достигаются, плюс условия банка по рентабельности, да, то есть как бы застройщик может для себя определить рентабельность, там, например, 9% или там 5%, да, минимально. А банк может потребовать 20% установить. И вот это все складывается в стоимость квадратного метра. И ну, основным фактором, можно сказать, ну, является условия финансирования всех строек. Так, по многодетным. По многодетным я вот до этого озвучил, да, по многодетным, по молодым семьям по 5 и более финансирование будет, но, конечно, не в таких объемах, как хотелось бы, но тем не менее, да, оно будет предоставляться. По арендному жилью действительно у нас есть моменты, связанные с участниками СВО, много обращений, да, у нас. Мы в порядке нашем заложили порядка 20%, мы предоставляем участникам и членам участников СВО. Это делается для того, чтобы приезжали на лечение, на реабилитацию. Это как бы, ну, на сегодня действует, ну, пользуется спросом. Мы эту работу будем продолжать, и для участников СВО в арендном жилье у них будет определенная квота, так сказать, да, по которой мы будем предоставлять жилье. Так, по вопросу обманутых дольщиков, да, вот по долевому строительству мы в 2023 году закрыли вопрос. По так называемому региональному перечню, двойные продажи, вот, отсутствие, да, жилья, которое должны были построить. Есть давняя история, ЖСК разные, да, вот, и по ним наконец-то в бюджете 2025 года смогли заложить финансирование и будем предоставлять выплаты. Мы начали этим заниматься, сейчас скоро порядок должен выйти после согласования. Порядка 85 граждан, которые у нас состоят в реестре, мы их будем обеспечивать. Там охват идет по 12 объектам, которые в свое время либо не достроились, либо вот, ну, вообще не начинались, да, грубо говоря. Так, планируется ли строительство новых школ и детских садов в Татинском районе? В Татинском районе, да, действительно, с образовательными учреждениями очень большая проблема.
более 10, если я не ошибаюсь, порядка 19 объектов, они являются аварийными. Многие школы закрылись, учатся в неприспособленных зданиях, но мы эту работу продолжаем, в действительности занимаемся проектированием. Район тоже часть проекта взял на себя, мы часть тоже на себя взяли. А в целом по Татинскому району достижением прошлого года является ввод в эксплуатацию большой школы, наверное, самой большой школы на территории сельских районов. Да, это школа на 450 мест с интернатом на 100 мест. И очень большой красивый этот объект введен в Татинском районе. Если учитывать другие объекты в целом, да, по спортивному комплексу, для подготовки игр Манчары, там строится стадион, он практически готов, многофункциональный спортивный комплекс, очень большой тоже объект строится, да, со стрелковым тиром. Черкехи, спортивный зал строится, то есть достаточно много. И пристрой в школе был построен, да, спортзал в прошлом году, то есть благоустройство территории, то есть достаточно много работы проводится в рамках подготовки к проведению игр Манчары. Так, как мне получить помощь, если мой дом построен в чрезвычайной ситуации? Чрезвычайная ситуация, она может быть в виде паводка, может быть в виде пожара, но в основном вопросы по чрезвычайным ситуациям я озвучил, да, какая ситуация была в прошлом году. Мы полностью, те, кто должны получить, мы финансирование обеспечили. Средства к концу года мы довели до всех муниципальных районов, а в свое время они довели до граждан в виде размещения на специализированных счетах в банках. Это требование федерального порядка. И, насколько я знаю, в Намском районе, по-моему, по полной утрате 75 граждан было, из них 45 уже перечислено. А для перечисления оставшихся граждан там взаимодействие идет. Нужно, чтобы граждане предоставили документы по приобретаемому жилью и написали заявку. После этого, после проверки этих документов, идет санкционирование. То есть эти деньги, они есть, они лежат в специальном счете в банке. Если речь идет о доме, который пострадал в результате прошлого года, то именно такие моменты нужно сделать. Обратиться в администрацию для того, чтобы вам перечислили и при этом предоставить документы по приобретаемому жилью. Такие вопросы к нам поступают. Видимо, часть населения ждала и, в последний момент перед Новым годом не смогла, наверное, закрыть этот вопрос. Да? Но эту работу мы сейчас продолжаем и разъясняем гражданам, чтобы они обращались именно в местную администрацию, и после проверки документов эти средства перечисляются. Будут ли улучшены условия для строительства индивидуального жилья? Условия в части кредитования, они останутся какими были, да, за исключением некоторых уточнений по условиям кредитования. Но в целом это переход на escrow счет, это гарантия сохранения денег граждан, потому что очень много обманутых есть в сфере строительства ИЖС. Некоторые даже люди, получив кредит, не получили строительство жилья из-за недобросовестных застройщиков. И на федеральном уровне это достаточно большая проблема получилась, и федеральное правительство как раз приняло закон в переходе на escrow счета. Теперь деньги будут сохраняться на escrow счете, и застройщик будет строить за счет своих денег, либо тоже привлечение льготных кредитов банков. И после строительства, когда человек уже увидит свой дом, он подписывает акт приема, только после этого escrow счет открывается. Для удобства и улучшения условий строительства запущена информационная система «Строим дом РФ». Это запустил федеральный оператор по жилищным проектам Дом РФ корпорация. Да? Там размещаются все проекты, которые будут строиться. Проекты включают планировки, фасады, почти проект, да, и плюс укрупненная смета.
то есть какие затраты, сколько будет стоить, и человек, желающий построить за счет вот, кредитов и заключения договоров подряда строительства частного дома, он может из этого ресурса выбрать любой жилой дом, а застройщики, которые предлагают свои услуги и свои проекты, они должны будут там размещать. И это будет открытой площадкой для получения хороших проектов, потому что некоторые же проекты, они как бы, стоят денег, да, их надо заказывать, дизайнеры отдельные и так далее, да. А тут, получается, все будет в открытом доступе, и это, конечно же, улучшит условия для строительства частных домов. Также у нас, не широко, но в прошлом году заключено и принято решение о КРТ, комплексное развитие, в сфере жилищного строительства именно индивидуального. 5 проектов в городе Алдан, то есть с учетом уже комплексной застройки территории, комплексного развития территории, 5 проектов подписано, да, вот, в виде решений. Мы будем реализовывать, то есть это будет способствовать комплексному развитию территории, то есть единый там архитектурный облик, удобство по подъездным путям и так далее. То есть комплексное решение квартальной застройки ИЖС будет решаться. Так, у нас еще также вроде по всем вопросам прошлись, да. От себя что могу добавить, да, мы активно работу продолжаем по обеспечению жильем, в частности, да, и застройка территорий, координации строительства всех объектов. Вот любые вопросы, которые интересуют, судя по тем обращениям, которые к нам приходят, это вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда. И дома, например, да, вот какой этап попали, когда признаны ли вообще аварийными, можно узнать на информационных ресурсах. Это сайт Фонда развития территории реформа ЖКХ.ру. Если там в поисковике наберете, сразу же оно выходит. И там в разделе расселения аварийного жилищного фонда можно посмотреть свой дом. Также мы свои новости или там нововведения, разъяснения размещаем на своих сайтах, на социальных сетях. У нас активно действует наш телеграм-канал, мы постоянно расширяем, и мы видим, что количество подписчиков тоже увеличивается. Мы оперативную информацию, которая необходима гражданам и по нововведениям, по каким-то проектам и в целом по деятельности министерства тоже там размещаем. Поэтому любыми ресурсами можете обращаться и получить достаточно необходимую информацию. Да, и в принципе наш телеграм-канал, наши сайты, они все известны. И прошу, если не подписаны, подписаться. Если какие-то обращения есть, через любые доступные ресурсы обращаться в министерство и получить соответствующие разъяснения, потому что мы по всем поступающим обращениям готовим подробное разъяснение. Вкратце у нас так, вроде вопросы прекратились, поэтому я благодарю тех, кто поучаствовали, да, в нашем прямом эфире. И в целом пожелаю удачи и активно участвуйте в наших разных тоже выходах на прямые эфиры и наши эфиры. Спасибо. До свидания.